Развитие туризма в Абхазии позиционируется как первостепенный аспект развития экономики. Безусловно, требует присутствия в республике высококвалифицированных специалистов в области туристического сервиса. С каждым годом количество отдыхающих в нашей стране увеличивается, растет и престиж профессии экскурсовода. Ежегодно в преддверии курортного сезона Министерство туризма проводит встречи с представителями туротрасли республики, чтобы определить существующие проблемы в этой области и наметить пути их решения. Не бывает, вы работаете круглый год, но сейчас будет самая активная стадия работы вашей по приему наших гостей, экскурсантов, которые посещают нашу республику с однодневным визитом, которые приезжают из сопредельной территории, и также те, которые находятся у нас с целью отдыха, проживания, которые здесь находятся, и такие же экскурсанты, которые посещают наши объекты турпоказа. У нас сегодня на повестке дня будет 4 вопроса актуальных, которые мы хотели с вами обсудить, услышать ваше мнение. Будет рассмотрен вопрос по поводу пересечения границы, упрощения и введения каких-то дополнительных норм, чтобы наши экскурсанты там не задерживались. Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина Лакербая подчеркнула, что многие туроператоры работают без лицензии и пренебрегают установленными правилами. Поэтапно рассмотреть каждый вопрос, там, у кого есть, у кого нету, то есть он себя заявляет, но при этом ни одного документа у него нету, да, который способствует дальнейшей правовой форме ее работы. Второй момент, хотела обратить внимание, к ежегодное проведение сертификации нашего турпродукта. Из вас сидящих только 3 фирмы имеют сертификаты на маршрут, которые нужно делать ежегодно. В этом году будет проходить проверка фирм на наличие правовой формы, сертификатов, введения разработок и так далее. Кристина Лакербай отметила, что долгое время на это не обращали внимания, хотя это основа качества работы. На основании постановления, которое мы придерживаемся, у нас все правила предоставления услуги должны исходить из наличия сертификатов. Мы понимаем, что на каждый, те, которые, допустим, с границы, у вас есть 2-3 маршрута. Те, которые на внутреннем туризме, у них больше маршрутов. Соответственно, те маршруты, которые вы сами не формируете, не предоставляете, вы обязаны заключать договора с теми, которые их формируют. И обращая на это внимание, просто я предупреждаю, что будет отдел контроль выезжать и проверять наличие всего этого. С прошлого года введены путевки в электронной форме. У многих старый образец пока еще сохранился. Но есть и те, которые уже перешли на электронную форму. Это единая система, которая работает в Министерстве по налогам и, соответственно, в Министерстве туризма. Теперь каждую путевку при выезде обязаны оформлять как по факту, так и в электронном формате. Если мы запрашиваем сведения с пенсионного фонда, 100 человек нам тоже не выделяют. А потом экскурсовод хочет получить категорию, он хочет получить свой определенный статус, и все упирается в то, что мы без путевок выезжаем, нам не выдают путевки. Я думаю, это не принципиально ему взять, не взять, это проблема с туроператорами, которые просто не выдают путевые листы, на основании чего он может подтвердить свой стаж. Поэтому мы в положении внесли изменения и придерживаемся того, что экскурсовод, проработавший 50 выездов, будем придерживаться 1 году стажа работы. Курорты Абхазии из года в год притягивают все больше туристов. Едут сюда и в купальный, и в бархатный сезон, и, конечно, яркой и красочной весной. Такие данные выдаются погранслужбой Российской Федерации. Также собираются данные по посещению туробъектов. На совещании говорили о необходимости получения от туроператоров более полных данных. Есть и те, кто выпадает из статистики. К примеру, в прошлом году озеро Реца посетили 580 тысяч туристов. Новый Афон около 390 тысяч человек, а по отчетам всего лишь 280 тысяч человек побывали на объектах. И когда мы готовим годовые цифры, мы не можем найти, к сожалению, какую-то математическую цифру, которая может отразить точный поток туристов. Поэтому большая просьба к вам, уважаемые туроператоры, так как вы являетесь лицом нашего государства, теми людьми, которые напрямую контактируют с приезжими людьми, чтобы вы с нами сотрудничали на добровольной основе, мы все сдаем эти отчеты. На совещании была затронута и тема нелегальных экскурсоводов. Было отмечено о необходимости наличия у гидов бейджиков.
В рамках встречи обсудили ряд других актуальных вопросов. Туроператоры также рассказали и о своих пожеланиях. Участники встречи отметили важность постоянного взаимодействия, в том числе для того, чтобы обеспечить проведение успешного курортного сезона. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.